Мои коллеги, я, видимо, продолжу тему, которую сейчас подняли наши коллеги из Петромайнинга. Дело в том, что вот этот выявившийся сегодня в ходе обсуждения дефицит порядка 10 миллионов тонн ГСМ, который мы ожидаем к 2030 году, он сопровождается еще и нарастающим разрывом между теми, кто обязан на сегодня обеспечивать сырьем, сырой нефтью, это производство ГСМ, и тем, что мы получаем в реальности. Такие данные вот из данных этой ассоциации. С 2018 по 2023 год, то есть за 5 лет, добыча нефти нашими казахстанскими компаниями, за исключением 3 китов, то есть Тышо, НСВС и Карачанак Петролиум, упала на 6 миллионов тонн, на 20%. И эта тенденция, судя по всему, постоянная, потому что она на протяжении всех этих 5 лет очень устойчивая. То есть фактически, когда сегодня уважаемый министр говорит о том, что у них 3 варианта покрытия бюджета, покрытия дефицита в 10 миллионов тонн, это цифры предположительные. А по факту, на практике мы видим обратную тенденцию. Нам нечем будет покрывать через даже не к 30-му, а 29 году этот дефицит. Откуда брать его? Ответы уважаемого министра меня лично не убедили. Они, повторюсь, из области предположений, из области планов, из области проектов. Это все хорошо, но тенденции практически другие. При этом мы видим, что вот такое привилегированное положение 3 китов, которые работают, из них 2 работают по СРП, а другое по соглашению о разделе прибыли, оно вообще-то получается очень странным. Получается, что обеспечивать наш рынок ГСМ должны все остальные, кроме них. Это что такое? Все равны, а кто-то равнее у нас получается. И напомню, что вообще-то от ГСМ уровень обеспеченности ГСМ он прямо влияет и на всю цепочку стоимости по всем видам продукции, которые мы производим, от металлургии до производства там хлеба, и также влияет на социальное самочувствие населения, о чем наши коллеги сегодня говорили. Кроме того, Демпартия, ак жол, наша фракция в Мажилисе в первую же неделю после референдума по Конституции сделала запрос о раскрытии и пересмотре соглашений о разделе продукции, заключенных с крупнейшими компаниями, эксплуатирующими богатейшие месторождения, нефтегазовые месторождения в нашей стране. Трижды на наши запросы правительство отвечало отказом, Конституционный совет не принял к рассмотрению, Конституционный суд не принял к рассмотрению вопроса, но они, вот эта сегодняшняя дискуссия подтверждает, что они на самом деле, их актуальность только будет нарастать в дальнейшем. Когда нам господин министр говорит, что это, значит, СРП закончится к 30 году, не совсем правда. Скажем, по НСВС, по-моему, там СРП до 41 года. То есть еще 20 лет у них будет такое привилегированное положение. А на основании чего? Я напомню, коллеги, вообще-то в 22 году в ходе конституционной реформы в пункт 3 статьи 6 Конституции была внесена поправка о том, что земля и недра принадлежат народу Казахстана. Нам сейчас говорят, что, значит, нет никаких проблем по согласно СРП в том, чтобы, значит, его подписанты продавали на внутренний рынок, но по внешним ценам. А вообще-то как это так? Владелец, кто у нас получается? Получается, они владельцы, или все-таки народ Казахстана, этих природных богатств? Давайте этот вопрос тоже рассматривать. Мы не случайно, повторюсь, фракция ак жол ставит вопрос не только об раскрытии СРП. Мы не знаем какие-то данные. По данным независимых журналистов, Казахстан получает там от 2 до 10% от всей добываемой нефти. Мы говорим не только об их раскрытии, но и пересмотре в том случае, если эти условия несправедливы. Я не знаю, на самом деле, какие там условия. Может и 60%, но это надо раскрыть. Покажите народу, какие там условия. И на основании чего получается, что народ должен будет выкупать собственные природные богатства у иностранных недопользователей. Я думаю, что эти вопросы имеют принципиальное значение, поэтому мы понимаем, что это, наверное, не в видении Министерства энергетики, это в отношении того PCA, который уполномочен принцип на ведение работы с 3 нашими крупнейшими партнерами, мы уважаем их право. Когда ссылается сейчас господин министр о том, что, значит, мы здесь должны работать с соблюдением международных договоров, я вообще-то напомню, да, с соблюдением международных договоров, но
Мы живем в Казахстане, согласно Конституции Республики Казахстан, пункт 3, статья 4. Международные договоры могут доминировать над национальным законодательством, но только в тех случаях, если эти договора были ратифицированы в парламенте. Мы не обсуждали в парламенте соглашение изделий продукции. Мы их не ратифицировали. Поэтому мы не только имеем право, но обязаны перед народом подчинить эти СРП требованиям нашей Конституции. В том числе пункту 3 статьи 6 о принадлежности недр народу Казахстана. Спасибо. Рахмет.